Он идет. Смотрите, какая траншея, ребят. Тула, идешь? А если собаку вот западносибирскую лайку поставите наполовину роста, где-то сантиметров 20, вот, 20 сантиметров я проваливаюсь, вот старая лыжня моя вот тут проходит. Здесь такой пустырь, сосновый лес. Но здесь, если вот на буране, да, тихонечко вы доедете. Я ничего не говорю, даже хоть глубокий снег туда-сюда, туда-сюда и сможете доехать. Не так, что вот ельники, там ямы, под елками обычно яма образовывается. Ветки большие у елки, там ветки, под ветками вот эти ямы. Снег не попадает под елки, под деревья. И как всегда, буран тащит именно туда. Заячьи следы несколько штук видел. Свежие, вообще свежие. Куниц нету. Пару лунок видел. Один вроде как копелуха показалось. Может и косач. Вот. Больше ничего пока. Следов никаких нету. Ничего, все без изменений пока. Что прошлый раз ходил, то же самое. Ничего не прибавляется, не убавляется. Все ровно. Избушка. О, скажу вам, ребят, тяжковато дается, конечно. Очень тяжело. Уф. Здесь сколько снега уже на крыше. Капец, тонешь, просто тонешь. Невозможно идти. Просто невозможно. Ух. Вот это да. Там траншея такая остается после меня. О, хорошо. Хорошо, что есть у меня дрова сухие. Хорошо, что еще светло. Хорошо, что избушка стоит. Ждет. Чолом здорово, Карка. Ледь узнешотчин. Запарился я. Зайцы в гости заходили, вон следы. Вот это да. Вот это да, ребят. Вот это снег, так снег. Вон. Зайчишка прям в избушку заходила. Медведи не заходят. Зайцы, куницы, норки не приходят к нам в гости. Ну вот. Еще ружье. Сколько веса на мне. Рюкзак тяжелый с топором. Вот все это, конечно, тащит тебя вниз к земле. Ой, сейчас будем отдыхать, ладно. Сегодня я уж точно никуда не пойду. Буду у избы, греть избушку и все. Капец, как я устал, ребят, честно слово. Чё за ракарка? Даже не представляете. С ног валюсь, просто валюсь. Что на буране тяжело, что пешком. Все здесь. Вот она избушка, и синяя, так же, как и в прошлый раз. Тёлым здорово, Карка. Ледь узнешотчины. Там по пустырю шел. Там раза 3, наверное, останавливался. Рюкзак снимал там. Все эти шмотки. Приваду еще тащил там. И знал ведь, когда собирался, думаю, сегодня, думаю, доеду, не доеду. Но 100% не был уверен, что я доеду, и все равно там взял, что мне не надо. Это трос, готовый для капканов, заготовки.
Это к будущему сезону уже. Это еще на себе тащил. Зачем? Ну ладно. Ничего страшного. Все хорошо. Своя избушка уже, как ни крути, уже будем обживаться. Тепло будет, сейчас затопим печку. Печка быстро нагревает избушку. Также буду греть вот это все. Матрасы. Первый день такой холодный. Матрас он ледяной. Стекла все в вине. Вот. Двойное стекло. Вот. И спрашивали вопрос, зачем, говорит, электрорейку туда прибивал. Вон там и здесь рейка. Пока не забыл, сразу отвечу. Здесь у меня столик был, стоял в углу. И когда я вот второе стекло, единое стекло я ставил, он вообще прозрачный, такой светлый, чистый был. Даже невидимка какая-то. А в избушках везде один слой такого стекла. И вот знаешь, вот когда вот выпивают в избушках или еще нечаянно можно так, там муха летает, там бум, и в это прозрачное стекло ударишь, и когда на столе вот что-то стоит, опрокинется, там бутылка, к примеру, или еще что-то там, чтобы удар получилось в рейку, а не в стекло. Вот как там. Вот что-то стоит, скажем, термос или что-то еще. И чтобы вот стекло не попало. Ну так, к примеру, я имею в виду. А сейчас оно стекло уже грязное. Во-первых, сейчас винье, сейчас уже заметно, что здесь стекло стоит. И летом он весь в паутине, там грязный, немытое стекло. И уже, да и вообще редко когда сюда кто заезжает. В принципе, мне как-то все равно, гости есть или нету, приезжают или нет. Чем меньше людей, тем лучше, честно. Я люблю одиночество. Вот здесь вот сейчас я в тишине буду сам себе хозяин, что-то делать, обживаться, готовить, отдыхать. И не надо там ни под кого подстраиваться там. Ему жарко или мне холодно там. Если мне жарко, я дверь закрою. Бывает там в компании одному жарко, другого мерзнет. Один любит шум, гам, я люблю тишину. Вот такие вот моменты. Ладно, все, давайте. Самое главное, дошел я до избушки. Это тяжелый путь уже, капец. Сейчас я затоплю печку, за водой схожу. Все то же самое, что и в прошлый раз. Та же самая картина будет.
Вон, но. Тула. Лах. Лах. Это еще сиди дома. Отдохнули. Ну то ты. Дай ма. Привез 2 буханки хлеба. Ну, по пути уже почти половину съели мы с Туланом. 2 пачки супа, мясо кур, 2 банки консервы хорошие, зеленецкие. Дальше у нас сало, вот такой шматок. И пельмени. Сегодня буду варить пельмени, наверное. Завтра или вечером, может, суп сварить. Ну, сегодня, наверное, на скорую руку пельмени сварю. Посмотрим. Вот. Сейчас с термоса чай попил. Схожу в амбар, принесу одеяло. И за водой еще надо сходить. Без избушка уже все, капец. Тепло. Я вот раздетый. Класс. Пить хочется, я не знаю как. Сейчас бы лимонада выпить, 1,5. Было бы вообще кайфово. Сходил за водой. С горем пополам, ребят. Капец. Там снега. Вот что я ходил раньше, там вообще уже ничего, следов не видно. Вон он бездельник. Ух ты, четко. Сейчас ужин тебе приготовлю. У меня с прошлого похода макароны оставались, яйцо там. Он там уже греется, для него оттает, и ему дам. Там и осенние еще. У меня рис остался. В общем, в этот поход ему варить мне не надо. Вот. Завтра его брать не стану. Он вообще не беспомощный, он вообще не может ходить. Сейчас на озеро за водой сходили. Там по озеру еще более-менее снега меньше. Как бы сантиметров тоже как бы 20, но там уже лед потом. А здесь свежий снег выпал на мои следы 20 сантиметров. И от старых следов еще там полметра. Ужас. Ну, завтра на лыжах потихоньку, помаленьку, налегке. Ружье не знаю, может ружье только возьму еще. Палку и ружье. Налегке схожу. Там такая борозда осталась. О, мам. Вон, смотрите. Вон. Пешком сходил. Не на лыжах, а пешком. Как бы один раз тяжело, второй раз тяжело, а третий раз уже как по асфальту потом пойдешь. Лучше вот так протоптать. К туалету тоже дорогу немножко почистил. Здесь новая лопата. В прошлом фильме я вам говорил, что привезу новую лопату. Вот, пожалуйста, новая лопата. Очень удобная, хорошая. Вот. Сейчас займусь я заготовкой дров. Раскалю эти дрова сухие. И еще сырые принесу. Сходил в амбар тоже кое-как. Но вообще, как будто я сюда не приезжал. Вообще следов нету и ничего. Вот, на крыше. Где-то метр почти уже. Да, метр примерно. Немножко прогнулись доски, но доски выдержат. Это уже не первый год так. Здесь тоже все усилено.
Раз, два, три. Вот сперва только в середине одна была. Ломалась, ну, от напора. Потом еще дополнительно усилил там 2 бревна. Сейчас уже, вернее, хоть не убирай. Весной он быстро уходит сейчас. Там жестянка. Вот. Так, дальше что тут у нас? Мышеловки. Мышеловки. Сюда, здесь. Чтобы мыши не достали. Мышеловка, там мышка сидит. Представляете, вон он. Самая лучшая мышеловка. И еще вторая мышеловка. Сейчас покажу. Бутылка. Там мышка тоже сидит. Вот. Помните, вот здесь у меня банка риса. Вот тут. И здесь, получается, весь рис перетаскали, и мышей нету. Вот сейчас я хорошо вам объясню, почему так происходит. Вот смотрите, высота бутылки, целая бутылка высотой. Если днище внизу, мышка умудряется выпрыгнуть и выходит. Выходит он. Здесь старый метод мой, раньше как делал, вот, горлышко внизу, и он не может выпрыгнуть, потому что скользит потом он. А здесь плоское дно, и упор есть, он этот, видать, 20 сантиметров легко выпрыгивает. А отсюда уже нет, дотек. Ты попался. Там и старые мыши, и все. Это я сейчас уберу отсюда. И снова туда накидаю вкусный хлеб или что там еще. И все. Он дальше будет ловить. 2 мышки вот так попадают. Без мышеловки, ребят, никак. Мышеловка спасает. Мышиных следов, можно сказать, нету, но в избушку они откуда-то приходят. В прошлом году в амбар зашли. Всю провизию там все съели. Запас хлеба там было, и я вам тоже показывал в своих фильмах. Вот. Ладно, сейчас я дальше занимаюсь бытовухой. Заготовка дров сейчас будет. Ну и варка еще. Все, больше отдыхать. Что-то я тоже сегодня устал. Завтра не знаю. Ну, завтра все равно налегке, и местами снег хорошо держит под деревьями, когда идешь. На полянах вообще по пояс проваливаешься. Вот такая борозда тут. В общем, решил я, ребят, еще за вторым ведром сходить. Немножко расширяю тоже тропинку. Да, скорее бы уже все с деревьев сдуло. Плюсовая температура. Снег тяжелый станет, сядет, и вообще здорово. Вот здесь вот, видите, снег выпал, и вот тут уже ходить на лыжах намного легче. Вот. Что идем за водой. Ну, сейчас второе ведро еще принесу, и до завтра хватит. Вот. Дошел наконец-то. На озере наледь. И наледь такой, что держит вес человека. И я имею в виду слой такой. Уже замерзла. А потом вот глубина воды. Где-то, считай, примерно 15 сантиметров. Ну, 12-15. Вот. Но прослойка хорошая. Вот эта верхняя. Можно там даже и на буране здесь проскочить. Ничего страшного не будет. Выдержит. Ну, не пришлось рубить. Хорошо. Здесь первый слой только срубил. И завтра снова, конечно, топор
топор понадобится, но сейчас вот так набираю. Вода, как сказать, холодная, это понятно, она вкусная, я имею в виду. Не надо речной, ничего, разницы не вижу. Раньше, где вот старая изба была, стояла, там охотники больше, конечно, приходили, охотились. И было на кого охотиться зимой. Рыбачили, охотились, и знакомый охотник тоже есть, который принципиально не пьет воду с озера. Вот она, чистейшая вода, чистейшая и вкуснейшая. Но не напиваешься, вот ты пьешь, все хочется. Вот как-то вот, я не знаю, как это, с чем связано. Он из-за того, что он очень вкусный или не знаю. Но этот охотник до реки нормально еще идти. Возьмет чайник и сходит на речку. Хоть день, хоть ночь, без разницы. Под фонариком, без разницы. Чистоплотный какой-то или я не знаю. Сходит, наберет воду с реки. А можно и из снега там топить воду, и с озера набрать без проблем. Хорошая вкусная вода. Уже который год пью, не напиваюсь, очень вкусно. И это не сравнить со скважиной, которая у нас в доме. Разница небо и земля. Но я тоже привык уже к воде из скважины. Скажем, если с другого колодца я начну пить, мне кажется, что чего-то не хватает. Вот этот вкус скважины, это как с известью на вода все-таки. И все равно какой-то вкус есть. Но вот я привык к этой воде. Вот. Ну, примерно так, ребят. Сейчас я это ведро унесу домой, в избушку. Дрова заготовлю. В избушке тепло уже. Клесты немножко слышно. Их немного. Но вот за целый день первых птиц услышал. А чтобы где-то вот боровая там перелетела, там, или с лунки взлетела, не было нигде, ничего. Хотя лунки видел. Лунки-то сам по себе были, а вот птиц нет. Ладно, пойду и обратно. Тащиться буду. Один, но она поет. Слышно других птиц. Пойду тулана кормить. Тут макароны с тушенкой. Вот это с прошлого похода оставалось. Хлеб добавил. Такой супчик. Там от сала еще кожура. Дрыхнет там. Охрана моя. Спишь? Все. Спишь ты уже? О, ветерок поднимается. Все. Все. Да, ветер зашумел. Сейчас есть. Там еще сырое яйцо один. Я думал, там вареное, что-то бахнуло, а там, оказывается, сырое. Ну, с этим шелухой полностью отдал. Он любит, между прочим, я когда это ем, яйца, вот остатки даю, и все, он витаминизируется. Как бы, знаете, для костей это шелуха у яиц, это полезно даже. Давать собаке, или же, когда кур раньше держали, мы постоянно шелуху давали. Вот. А курам вроде как это получается, что когда даешь, и они несушки несут яйца, крепкие получаются шелуха. Пускай ест. Да, ветер поднимается, ребят. Чувствуется даже. Низиной ходит ветер.
ветер с моря дул. Так, какая-то надо тоже нажить, в принципе. Тут у меня готовка. Вода закипела, что-то я добавил пельмени и перестала кипеть. Полный газ дайте. Сейчас быстренько. Тут вода. Кипятить ничего не стал. Вот. Сейчас чайник еще поставлю. Тут вещи вот тут у меня так сохнут. Куртка тоже сырая. Я уже немножко отдохнул. И сейчас решил готовкой заниматься. Тут мышеловка, ребят. Что-то не сработало нифига. Вроде там или пустой наживо. Так, тут видно, как иней там. Видите, иней там. Вон, нижние бревна, все в инее. Вот. И печка чуть-чуть ниже. Вот это доски приподняло, потому что тут почва капец как ходит ходуном. И сейчас вот до плинтусов дошло. А так летом где-то сантиметров на 3 уйдет обратно. Вот так, внизу тут, конечно, чувствуется холодно. Этими сапогами прошлую осень ходил. Ну, этот сезон, конечно, наверное, не выдержит. Если что куплю, лучше я пробковые сапоги, они легкие. Вот такие тоже с длинным голенью. И, ну, этот, как же, ПВХ, не ПВХ, как это называется? ПВХ, наверное. И вата есть. Вот. Ну, в остальном, в принципе, как обычно, ничего такого нового. Чтобы рассказать, показать. Сейчас пельмени на ужин приготовлю, съем. И все. Суп уже не стану варить. Позвонил домой. Вот мой Nokia старый. Не надо на крышу залезть. Там, как сказать, дозвонился. Внизу возле избушки. Еще дополнительно аккумулятор. Не знаю, где он у меня. Вот он. С лекарствами. Вот. Еще дополнительный аккумулятор купил. И не надо сейчас заряжать ничего. Если аккумулятор сядет, поменяю и все ништяк. Вот. Ну что, ждем. Закипит. Да, и больше снимать уже не стану ничего, ребят. Я буду ужинать. Пельмени. Тулана накормил. На завтра ему рис. Там тоже как бы в избушку занес. И, как сказать, оттает там. И завтра уже этим рисом его накормлю. Смотрите, вот собака как будто в туннеле где-то. И вот я буду вам весенние, летние, осенние фильмы снимать. И запомните, вот как выглядит это будки вровень. Все. Где собака у меня? Вот. Все меняется каждым посезонно. Че пищишь там? Ладно, ребят, давайте. До завтра. Завтра буду проверять капканы. Отсюда несколько привод возьму. Посмотрим, что будет завтра. Тайга даст нам куницу или нет. Мы этого не знаем пока. Все, вы увидите. Завтра все буду показывать. Закипает, все хорошо. Ладно, пока-пока. Все, до завтра.